Приветствуем вас, друзья! Здесь мы ведем дискуссии о том, что важно для нашего общества. Политика, давление, заявления, выборы, отношения с Кишиневым. За последние дни событий столько, что люди уже не понимают, где правда, а где очередная игра в громкие заявления. Почему вокруг Гагаузии снова растет напряжение? Кто действительно защищает интересы автономии, а кто просто использует эту ситуацию? И главное, что все это значит для обычных жителей? Сегодня без лишнего шума, друзья, разберем самые громкие заявления политиков последних дней и попробуем понять, куда движется регион дальше. Вы смотрите «Единомышленники», мы начинаем через минуту, и у вас есть минута, друзья, для того, чтобы подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. А вообще следите за нашими дискуссиями, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно делитесь нашими видео. Единомышленников должно быть больше. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в нашей студии депутат Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский. Александр Тарнавский. Экс-председатель НСГ, депутат Народного собрания Гагаузии 5, 6, 7 созывов. Автор и соавтор более 30 законодательных инициатив, многие из которых приняты и действуют в Гагаузии. Среди них закон о поддержке молодых семей в приобретении жилья Илькиев, о бесплатном горячем питании школьников Гагаузии с 5 по 12 классы, о фонде возмещения контрибуций местным органам власти для привлечения грантовых средств в реализации проектов, о фонде поддержки детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении за рубежом, закон о капитальных инвестициях, обеспечивший справедливое распределение средств из бюджета Гагаузии для развития сел и городов автономии, и многие другие. Член рабочей группы парламента Республики Молдова и Народного собрания Гагаузии по гармонизации законодательства с 2015 по 2023 годы. Председатель Конгресса местных властей Молдовы в Совете Европы с 2017 года. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Мы тут посчитали, что вас очень давно не было в нашей студии. Больше 5 месяцев. Да. Как мы себе такое могли позволить? Разлука затянулась. Да, потому что обсуждать всегда есть что, особенно в Народном собрании. Мы очень часто с Леной Федоровной до разных депутатов пытаемся дозвониться, и не всегда получается. В частности, нам не удалось таки пригласить в нашу студию Георгия Алеевича, как минимум одного из самых активных депутатов, который и вовлечен сейчас в рабочую группу. Активных, имея в виду активных в связи с этими разборками, которые происходят в Народном собрании Гагаузии. Ну, конечно, событий очень много, и самое яркое и главное, наверное, по-прежнему остаются события, связанные с выборами Народного собрания Гагаузии. И если совсем недавно мы слышали в основном обвинительные речи в адрес властей нашей страны, то в последнее время все чаще стали звучать слова «диалог», «компромисс». Как так получилось, что все-таки депутаты, которые буквально совсем недавно имели совсем другую риторику, сегодня говорят языком диалога, говорят о компромиссе? Что произошло? Здравствуйте, спасибо за возможность с вами пообщаться. Вы знаете, что я стараюсь вести свои авторские колонки в социальных сетях, но там стараешься быть честным самим собой. Здесь сложнее и почетнее, потому что надо быть еще честнее по отношению к вам и по отношению к тем, кто нас смотрит. Но мы с вами периодически встречаемся в других ваших проектах, поэтому наши связи не теряются. А обсудить главные темы всегда с вами интересно и познавательно. В отношении риторики, связанной с выборами, мы свою риторику не поменяли. Мы об этом говорили и вчера, и позавчера, и год назад, о том, что без компромисса, без того, чтобы найти точки соприкосновения, этот вопрос не разрешится. И я приветствую, что такая риторика появилась у того большинства, которое есть в Народном собрании. И давайте она появилась или видимость такая Давайте есть? Вместе постараемся проанализировать, чтобы более объективными быть. Угу. Когда эта риторика появилась? Относительно недавно. Наверное, по-моему, 17-го. После очередной встречи, как я понимаю, с представителями Кишинева. Нет, когда стало понятно, что выборы и в июне не пройдут. Наверное, после этого. Нет, у меня другой ответ. Вы помните, что, по-моему, 17 апреля, да,
относительно недавно президент нашей страны госпожа Санду встретилась с президентом Турции, господином Эрдоганом. Я думаю, что это именно отправная точка, этот международный подтекст тому, что в риторике наших коллег появились вот эти нотки. Да, потому что я думаю, что господин Эрдоган между строк или напрямую, мы не знаем, конечно, какой там был разговор, но все-таки сказал, что там происходит с Гагаузией, что происходит с выборами. И буквально после этой встречи, через несколько дней, 17-го была встреча президентов, и уже, по-моему, 20 числа президент Республики Молдова пригласил депутатов Народного собрания в президентуру. И вот это, наверное, отправная точка, вот этот международный подтекст для того, чтобы риторика стала более мягкой. Это первый момент. Секундочку, я хочу уточнить. Вы полагаете, что именно на этой первой встрече после стамбульского этого форума, не стамбульский, а анталийский, в Анталии проходил форум дипломатов, да? То есть вы полагаете, что Майя Санду что-то сказала депутатам Народного собрания Гагаузии и что-то сказала из того, что она обсуждала с господином Эрдоганом? Да, я уверен, что вначале вот эта международная точка отсчета, что господин Эрдоган попросил нашего президента вовлечься в этот процесс, потому что, если вы заметили, до этого президент никак не реагировал на то, что происходит в Гагаузии в аспекте, связанном с выборами. И здесь она активно вовлеклась, пригласила депутатов Народного собрания. Казалось бы, какое имеет отношение президент страны к электоральному процессу в автономии? Но на самом деле президент высшее должностное лицо в нашей стране. Гарант законности. Гарант, в том числе, конституционных норм. А у нас в Гагаузии напрямую нарушается конституционная норма людей о том, что, наверное, даже фундаментальное право людей выбирать и быть избранными, правильно? Поэтому президент страны пригласила наших коллег, пригласила коллег со стороны Кишинева, пригласила Центральную избирательную комиссию Гагаузии, чтобы вовлечься и каким-то личным примером активизировать этот процесс. И вот после этого начались заявления тех людей, которые совсем недавно говорили о том, что никакой компромисс невозможен, выборы должны пройти исключительно по тем нормам, которые прописаны в избирательном кодексе Гагаузии. Появилась, слушайте, а надо искать компромисс, надо находить точки соприкосновения. То есть это очень удивительно было вот такой вот переход видеть со стороны. А коллеги поделились с вами, вот те, которые ходят в эту рабочую группу, которые были на той самой встрече с президентом, что им сказала президент такого, что могло бы в одночасье поменять их риторику? То есть вот три направления сперва разберем, что этому способствовало. То есть международный контекст, национальный контекст, это вовлеченность президента. И третий момент, мне кажется, тоже важный. Совсем скоро, в конце мая, будет решение по главе Гагаузии, связанное с апелляционной палатой. И возможно, что глава Гагаузии уже не вернется к функции главы автономии. И если это произойдет, то в соответствии с национальным законом, законом об особом правовом статусе Гагаузии, в течение 90 дней должны пройти выборы. И еще одна электоральная кампания, которая может зависнуть, как и выборы депутатов Народного собрания, государство себе, да и автономия не может себе позволить. Поэтому я думаю, вот эти три фактора способствовали тому, что начали искать компромисс, прежде всего, со стороны Камрата. И еще одно важно. Вы, наверное, много слышали в общественном пространстве, что есть расхождения, есть разногласия, что не гармонизирован национальный избирательный кодекс, региональный избирательный кодекс. Все об этом говорили, но как-то не ставили точки. А где эти расхождения? То есть где эта сравнительная таблица? Что не так? Господин говорил в разных передачах, но наша страна гагаузская на этом акцент не делала. Говорили общими фразами, что выборы в Гагаузии должны пройти в соответствии с Конституцией, законом об особом правовом статусе Гагаузии и избирательным кодексом Гагаузии. И все, что за этим стоит. И вот я попытался разобраться и, в принципе, идентифицировал 4 аспекта, где вот эти разногласия присутствуют. Но каждая из них не несет особой сложности их разрешения. И когда нас приглашали уже неоднократно на внутренние встречи депутатов Народного собрания, показывали документ, к которому пришел Кишинев и Камрат к консенсусу. Единственное, меня что смутило, что, конечно, на первоначальном этапе, наверное, транспарентность не нужна, потому что когда вы о чем-то договариваетесь, нужно сначала договориться, а потом уже это обнародовать. Но вот когда нас первый раз пригласили на эту внутреннюю встречу, нам документ даже депутатам не представили. То есть мы пришли на встречу, нам там дали этот документ, и надо было уже на месте реагировать, говорить свое
мнения. И этот документ потом так и не был обнародован до настоящего времени в публичном почему? пространстве. Вот мне кажется, что вот эта игра в шпионов, она немножко затянулась. Да. И вы сейчас, наверное, видели, что каким-то образом все-таки этот документ попал в сети. Говорят, что его где-то можно найти и прочитать. Да, но... он действительно опубликован через фотоаппарат, через телефон, я не знаю как. То есть, мне кажется, мы прошли тот Рубикон, когда, да, нужно было это делать в спокойной рабочей обстановке, но потом все-таки общество нужно вовлекать в это, потому что когда ты это умалчиваешь, возникает очень много вопросов, и мы ищем... Но что стоит за этим умалчиванием? Потому что, зная всех депутатов, которые как минимум и входят в ту рабочую группу, и зная характер некоторых депутатов, когда что-то не нравится, всегда, наоборот, показывается документ, в котором, вот смотрите, нас в очередной раз что-то у нас там не додают, забирают, урезают. Значит, в этом документе есть то, правильно ли я понимаю? Вы же видели этот документ? Значит, в этом документе есть то, с чем многое время подряд не соглашались депутаты, и теперь они с этим согласны. Правильно я понимаю? Так вот, мы подходим к этим 4 аспектам, которые договорились, что мы обсудим. Да? Вот что же, в чем эти разногласия? И вот мы сейчас с вами постараемся их разобрать и придем к определенному выводу, я думаю, единодушно. К которому пришли и те депутаты, Абсолютно которые верно. готовили этот документ. Абсолютно верно. То есть первый момент – это финансовый аспект. Подождите, документ готовил кто? Для Фернандского Вот документа эта готовили. рабочая Кто готовил группа, документ? Обе стороны готовили. она не этот формализована, эта рабочая группа, то есть за нее никто не голосовал, но тем не менее мы видели Но она по представлена. фотографиям, да, что это Да. 5 депутатов со стороны Народного собрания, 5 депутатов со стороны парламента Республики Молдова, господин Пастика. На Да, фоне президента, председателя парламента, они вот ведут эту дискуссию, и как мы понимаем, они авторы вот То есть этого. вот это все участники Да, вот составления авторы этого документа. документа. Так вот, что в него вошло. И что, в принципе, я говорил и представил свое письменное мнение, что давайте найдем компромисс, еще не зная, что там будет написано. Значит, первое, финансовый аспект. В Республике Молдова в избирательном кодексе очень строго лимитированы пожертвования, как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц, и также очень строгая регламентация в отношении наличных средств, когда можно жертвовать на кампанию. У нас в Гагаузском избирательном кодексе в силу того, что мы несколько лет не занимались плодотворной работой, занимались тем, чем мы все замечали с 2023 года, то есть не работой, а созданием конфликта, у нас практически нет этих четких рамок, а что можно финансировать, сколько можно жертвовать. Поэтому это не противоречие гагаузскому законодательству, не противоречие закону об просто не было особом этого. Этого просто не было. Да. Пробел. То есть Кишинев предложил, давайте мы этот раздел, вы тоже будете соблюдать для того, чтобы финансовые правила были одинаковые по всей стране. Что разумно. Тем Да, более, в что общем-то, государство, разумно. финансы – это роль государства. Даже вот в унитарном государстве, где есть автономия, всегда финансы, оборона, внешняя политика, да, это априори… Но и равные условия важны для государства, Абсолютно потому что мы живем верно. в рамках одной страны. Банковская система, да, то есть как Камрад будет регулировать, сколько пожертвовали, если банковская сфера – это абсолютная компетенция работает, государства. да. То есть мои коллеги с рабочей группы тоже пришли к тем же выводам, что в финансовом аспекте просто нужно синхронизировать эти нормы, то, что в национальном законодательстве, в региональном Но законодательстве. еще на первой встрече спикер парламента Игорь Гросс сказал о том, что не может быть, это одна страна, закон для всех регионов, он действует одинаково, и относительно этой составляющей он тоже говорил. Я хочу вам сказать, что те, кто проходят область права в университетах, и они об этом знают, не только председатель парламента, что финансовые нормы избирательного права, они должны быть… Но вам осталось сказать, что этого не знали депутаты Народного Они собрания. должны быть Гагаузии. идентичными. То есть не нужно противопоставлять Гагаузский кодекс национальному, их нужно интегрировать просто друг в друга и находить точки соприкосновения. Как просто. Вот финансовый аспект. Вопрос снят. Да. Второй момент. Проверка членов Центральной избирательной комиссии Гагаузии Витинг, или Центрального так избирательного совета. Да, кто-то называет витинг, но на самом деле это проверка, Фильтр называют его через депутаты наши. национальный закон о неподкупности, что эти люди отвечают тем критериям, которые наше государство определяет в сфере безопасности. Но мне очень нравится это требование. И Я опять же считаю, относится что- ко всей территории Молдовы и ко всем выборам, которые проходят на территории нашей страны. В чем была Проблема. 9 членов Центральной избирательной комиссии Гагаузии, да? Государство просило, вот эти 9 членов, отправьте нам, пожалуйста, чтобы мы их проверили на предмет неподкупности, на предмет безопасности. Но отправьте, имеется в виду их файлы, да? Да. Почему? Потому что
Из этих 9 человек потом избирается председатель и секретарь, которые в соответствии с национальным законом, который мы долго добивались этого, вошли в единую систему ответственных государственных должностей Республики Молдова, которые получают зарплату согласно национальному закону, имеют социальные гарантии и так далее, и так далее. И Кишинев говорит, если вы нам не отправите этих 9, а отправите только председателя, секретаря, а вдруг они не подойдут? Не пройдут эти фильтры. Вы что, будете потом их переизбирать? То есть давайте сразу 9 человек. Сформировавший этот орган, 9 человек. сразу... Мы всех проверим. Они прошли вот эту процедуру фильтрации. И потом вы из них, пожалуйста, выбирайте в соответствии с законодательством председателя и Какое нехорошее секретаря. слово фильтрации. Ну, в хорошем смысле. Возможно, все 9 человек Проверку. соответствуют всем критериям. Все, нет проблемы. Нет. Отправляем этих 9 человек. Вот в этом документе уже с этим согласовали. Дойдем до 4. Третий момент. Я от малого к большему. Третий – это проверка уже самих кандидатов в депутаты Народного собрания. Тоже как будут проверять, не допустят тех, оставят лояльных, оставят тех, кого хочет Кишинев и так далее, и так далее. Минуточку. У нас 9 постоянных комиссий в Народном собрании, 3 заместителя и председатель. Это 13 депутатов. Все получают зарплату, все занимают ответственные государственные должности Республики Молдова. Почему бы им не которые прийти? тоже интегрированы в национальную систему. Да. В чем проблема проверить всех кандидатов в депутаты? Потому что потом из них же изберут председателя, заместителей, председателей комиссии, и они должны соответствовать этим критериям. То есть люди должны пройти вот эту... То есть все 400 кандидатов, условно сейчас говорю, да? 400 кандидатов, допустим, выдвигаются по 35 округам на выборы. Все 400 кандидатов должны пройти вот этот самый контроль, ветинг, как угодно. Потому что мы получаем зарплату, мы получаем социальные гарантии, мы функционируем согласно национального закона об ответственной государственной должности. И эти фильтры обязательны для этих И это важно для безопасности страны. И вот с тех 400, как вы говорите, потенциальных кандидатов, любой может стать председателем, любой может стать заместителем и так далее. Если к нему нет претензий Абсолютно у верно. государства. Кандидаты в депутаты парламента проходят такую проверку? Проходят эту проверку все люди, которые занимают ответственные государственные должности в Республике Молдова. Это сотни должностей. Поэтому вопроса нет. А что, только у нас не проходили тогда, получается? Получается только так. в Гагаузии? Я хочу сказать, что вот эти изменения в национальном законодательстве, они по совокупности о безопасности, они тоже актуализировались. То есть это происходило, в основном это как, во-первых, реакция на то, что Республика Молдова стремится в Европейский Союз, да, и там есть эти критерии, которые выдвигаются. И второе, это вот этот электоральный феномен, который был, да, с подступом. Поэтому это национальное законодательство ужесточилось, а мы не отреагировали, потому что занимались не тем, чем должны были заниматься. Мы ликвидировали Центральную избирательную комиссию как постоянно действующий орган, который должен был как институт генерировать эти изменения. Один Константинов знает, почему его инициатива была об этом. Но спросим, когда появится. Говорят, скоро появится. Поэтому мы опоздали, да, мы не отреагировали. И в этом разделе тоже у коллег перестало возникать вопросы. То есть мы уже с вами 3 раздела изучили. Да. И последний раздел, наверное, название, который самый сложный, на самом деле самый вообще непонятный, почему он возник, это название избирательного органа. Мы много об этом говорили, что страна называет Центральный избирательный совет, а мы называли Центральная избирательная комиссия, потому что так в законе о статусе автономии. И когда мы с коллегами обсуждали эти вопросы ранее, до нахождения консенсуса, да, если, вы тоже следите за заседанием, конечно. Вы помните, что мы предлагали, те, кто в оппозиции, что давайте эти вещи не будем... Но не скромничайте, скажите, вы предложили, вы были первым, кто предложил на заседании Народного собрания Гагаузии. Давайте из этого названия не создавать никаких препонов общему процессу проведения выборов. Мы воспримем как равнозначные, вы сказали тогда. Потому что Михаил Николаевич и я, мы не просто сказали, мы до этого подготовили инициативу. Но ваша инициатива уже давно не читаю. Чтобы она вошла в документы. То есть мы это сразу предупреждали и сразу просили. То есть вы тогда предложили, чтобы Центральная избирательная комиссия, это название, и Центральный избирательный совет были равнозначными? Равнозначными, потому что это юридические синонимы. Писать их через флеш, через скобку, через... Во всяком случае,
случае это как не ставило бы заслон проведению выборов, да? То есть это не было бы объектом. Потому что перед этим был другой прецедент. Вы помните, что нам долго говорили, что выборы нельзя провести не только из-за названия, но и из-за судебного органа. Да, где будет приниматься решение о том, что выборы прошли. Потому что в законе о статусе Гагаузии написано апелляционная плата Камрат, а с карта судов пишет, что это апелляционная плата Юг с местонахождением в Камрате. Вы видите, эта проблема снялась. Даже до встречи. Как снялась? Она даже не поднималась как проблема. Нет, вначале ее ставили, как это невозможно проводить выборы из-за того, чтобы... А сейчас, но это было уже давно. Как снялась проблема? Как снялась проблема? Народное собрание написало запрос. Высший совет магистратуры. И те дали ответ. Какой? Слушайте, апелляционная палата Камрат, она никуда не исчезла. Она там же находится. В том же здании. Она реорганизована в апелляционную палату Юг с местонахождением в Камрат, с теми же полномочиями. Александр Григорьевич, простите, пожалуйста, что для того, чтобы это понять, надо было написать письмо, чтобы разъяснили. Но это же есть но все равно какой-то документ, наверное, должны были Нет, но иметь, есть документ о создании этих карт судов, как говорит Александр Григорьевич, и там все было понятно. Более того, мы дважды письменно с Михаилом Николаевичем просили президиум с таким письмом обратиться еще до ноября 2025 года. Тогда, когда было время для этих выяснений. То есть обратились только недавно, получили этот ответ, проблему эту сняли. Оставили только проблему с названием ЦИС-ЦИК. Мы нашли, благодаря тем, кто хорошо знает Конституцию, конституционное право, нашли решение Конституционного суда с Михаилом Николаевичем 1999 года. Тогда была реформа Жудецы. Если помните, районы преобразовались в Жудецы. И реформаторы того времени, мы сделаем из районов Жудецы. А те, которые были противники этого, написали в Конституционный суд. Как вы сделаете из районов Жудецы, если в Конституции написано, что только города, села и районы, нету жудецев? То есть вы нарушите Конституцию. Конституционный суд изучил этот иск, это обращение и ответил. Мы, конечно, упрощаем, но примерно следующее. Неважно, это Жудец или район, главное, чтобы сохранялась местная автономия, сохранялось содержание, сохранялись полномочия. То есть аналогия с этим решением Конституционного суда, которое является незыблемым, его нельзя изменить, оно прямо к нашему случаю подходит. Неважно, это Центральный избирательный совет Гагаузии или Центральная избирательная комиссия Гагаузии. В избирательном кодексе Республики Молдова же не поменяли ее полномочия, не поменяли ее содержание. Но это было изначально понятно, что содержание ЦИК или ЦИС никто не поменял. Одно дело, когда об этом говорит депутат Жильзогло или Тарнавский, или другие депутаты. И тут уже есть решение Конституционного суда. Но нельзя с этими вещами спорить, особенно тем людям, которые имеют юридическое образование. Но вы, наверное, заметили, что жителям Гагаузии пытались внушить, что не только название поменяется. Если ЦИК превратится в ЦИС, то там и внутренняя начинка совсем другая. Подождите, я тут вспоминаю, что на одном из заседаний Народного собрания Гагаузии господин Карасини, мы в одной из передач об этом говорили, его мнение давали в эфир. А господин Карасини сказал, если мы отдаем ЦИК, то есть если мы соглашаемся на название ЦИС, то мы вообще отдаем все полномочия последние, которые только у нас остались. Была такая форма дискуссии, мы тогда, наша поправка... А почему такой наша страх поправка был? тогда, я не помню, 3 или 4 голоса набрала, то есть абсолютное большинство нет. Это должна быть Центральная избирательная комиссия Гагаузии. Из-за этого канцелярия благополучно оспорила эти решения, суды приостановили, мы уже 2 раза выборы пролонгируем, и непонятно, когда они состоятся. Сейчас коллеги пришли все-таки к этому выводу. Действительно, Центральная избирательная комиссия Гагаузии, Центральный избирательный совет Гагаузии – это одно и то же. И вот эти все 4 аспекта, все эти 4 раздела нашли консенсус между Камратом и Кишиневым. Тогда у меня вопрос. Теперь, если до этих 4 пунктов, которые вы только что очень хорошо разложили и разъяснили для нас, они были проблемными, сейчас проблем нет, следует понимать, что вообще никаких проблем нет для организации выборов в Народное собрание Гагаузии. И можно добавить еще, где-то такая фраза прозвучала, что компромисс на 95% найден. Где остальные 5%? И ждать ли решения в ближайшие дни? Размышляем дальше. Это цитата со стороны господина Гроссу, председателя парламента. Про 95%. И те же фразы мы слышали от руководства Народного собрания, что консенсус найден по всем узловым вопросам, по всем ключевым вопросам. Причем героически заявлено. Этот консенсус, эти заявления уже недели 2 назад прозвучали. То
То есть Где решение? потом эти же люди выходили в эфир и говорили о том, что завтра президиум, послезавтра президиум, О ком послезавтра... вы говорите? Давайте имена, Александр Григорьевич, а то вот люди Те, смотрят. кто ходит в рабочую... Ну, Ну, у кто? нас Господин руководство Народного Орманжи? собрания сегодня господин Орманжи и господин Лейчу. Так. Вот они заявляли о том, что вот-вот соберут, объявят внеочередное заседание, президиум, обозначат повестку. И что, вы никак не пойдете на Ну, заседание? мы вот сегодня находимся с вами в том точке, где находимся, но мы еще до сих пор не знаем, когда это будет заседание. Более того, мы не имеем... Сегодня этот... вторник, 26 число. Да, мы не имеем этот финальный документ, мы не знаем, когда заседание Народного собрания. Поэтому я не знаю, что еще, какой консенсус нужен, потому что из тех документов, которые я как депутат получал, ну, вот в такой закрытой форме, там уже нету точек несоприкосновения, нет. там нету разногласий. Возможно, когда вот этот Интересная документ история. попал в социальную сеть, да, и эти компромиссы увидели общественники, общественные деятели, возможно, появилась какая-то форма давления или невосприятия того, что там написано. Давление на депутатов, которые входили в эту рабочую группу? Которые уже нашли этот компромисс. Но я слышал сейчас еще одну фразу от руководства Народного собрания, что нужно найти общий консенсус среди депутатов Народного собрания, чуть ли не единогласно проголосовать за это Но временный для этого регламент. надо в если первую не очередь вас единогласно? собрать. Это первое. Второе, а что за единогласные? Мы что, в Северной Корее? А что, если люди останутся там со своим мнением? У нас что, был консенсус, когда исполком утвердили? Ну, подождите, за этим что-то стоит, Александр Григорьевич. Вы Да, так да, легко да. проходите по этим? То Я есть прохожу, понимаю. чтобы мы с вами вернулись. Мы помним утверждение исполкома, который Шор представил? Там Да. что, был консенсус, единогласное решение? Нет. Там почти 50 на 50 голоса разделились, кто против был этого Так если исполкома. бы ждали бы консенсуса, никогда не был бы утвержден Второй пример, когда исполком ЦИК прекратил свое существование как постоянный орган, там Был что, был консенсус? консенсус? Там тоже почти 50 на 50. Значит, возвращаемся, как вы говорите, да. Теперь давайте разберем. Но если несколько дней подряд господин Лейчу и Орманжи, как составные, как члены той самой рабочей группы, которые договариваются с Кишиневым, приехали с документами, все эти 4 позиции фактически... Это 4 узловые, там есть и списки избирателей. Ну хорошо, но менее- это главное. Да. Это главное. Уже если нет проблем, и уже несколько дней подряд, повторяюсь, вы говорите, обещают собрать то президиум, то заседание, то не, и это не собирается. А теперь дополнительно, что должно быть единогласно поддержана вот такая вот форма договоренности между Камратом и Кишиневым. О чем это говорит? Я единственное, что бы не хотел, о чем это говорит, чтобы не была какая-то опять игра. Потому что настолько заиграли, что мы в таком тупике, что если дальше... Для меня будет это говорит продолжаться- опять о какой-то игре, Тем и пока более- не выработаны шаги, поэтому нет каких-то конкретных действий. В другом случае, простите, должны были бы сразу, как только объявили, то есть это же серьезный ответственный орган. Ну, что значит, приехали, сказали, что соберем заседание, но не собрали и не рассматриваем. Не это просто документ. ответственный орган, это люди, которые публично договорились в присутствии первых лиц государства. На секунду, да? То есть, если вы договорились, если А вы уже пришли к помните, консенсусу... была договоренность однажды, когда делегация с Народного собрания ездила, напомните, что это было, на встречу с господином Гроссу, по-моему, о чем-то договаривались несколько лет были назад. депутаты, ряд Это 23-й год был, наверное. Это утверждение- касалось утверждения исполкома. Да, это была встреча не с господином Гроссу, а с премьер-министром господином Ричан. Пусть меня простит господин И Гроссу, тогда то теперь встреча навесили. была опять же закрытая, но то, что уже публично и то, что нельзя скрывать, что была просьба в течение 2 недель повременить с утверждением исполкома. И те, кто присутствовали на встрече, часть, вот это не то, что слово дали, что это сдержит, а прислушались к тому, что попросил господин премьер-министр, а часть даже 2 недели не дождалась, прошла неделя и проголосовали за... Мы их Может фамилии быть, тоже помним, и сегодня те же люди есть и в составе этой рабочей группы, которые Да. опять... И поэтому, может быть, это такое зеркальное В действие отличие от сейчас. встречи с господином Ричаном, которая была закрытая, неформальная, не публичная, без Здесь есть фотографий. документ. Здесь есть публичность, здесь есть заявление, здесь есть фотографии со Значит, стороны не ответственных принято лиц. решение со стороны Но тех есть лиц. еще одна составляющая, которую нельзя не сказать вот в рамках этого разговора. На прошлой неделе на выходные была встреча
активистов, встреча исполняющего обязанности Башкана Гагаузии Ильи Узуна с депутатами, которые входят в эту рабочую группу. И такое ощущение, что здесь какая-то целая цепочка, потому что здесь эти депутаты высказывали какое-то определенное, не депутаты, а активисты, и Илья Узун высказывали определенное недовольство. Вот, и Смотрите, документами и так уважаемые, далее. вот один очень важный момент. Во-первых, не нужно искать единодушие. Это местный парламент, где у каждого есть свое мнение, каждый несет ответственность перед своими Ну и в избирателями. законе прописано, какие решения, какими голосами принимаются. То есть вы, пожалуйста, обнародуйте документ, проведите заседание Народного собрания, проведите, плюс, включая поименное голосование. Каждый несет ответственность, который возьмет на себя перед своим избирателем, перед народом, да, как будет голосовать. Вы сейчас говорите о депутатах, а мы хотим рассматривать с точки зрения общественности, которая тоже должна знать. Сейчас перехожу к общественности. Точнее, у кого есть риски, если договорятся, проведут выборы и изменится ситуация? Вот будем моделировать. То есть, если вот эти 4 пункта, как минимум, не будут только 4 пункта. Нет, вообще, документ если выборы принят, будут проведены. временный регламент, выборы назначены, выборы проходят. А у кого риски? У кого риски? Так нет рисков. Давайте подумаем. Но есть риски у той команды, которая хотела по-другому. Риски есть у исполнительного комитета Гагаузии, потому что новый состав Народного собрания в соответствии с законом избирает новый состав исполнительного комитета. Поэтому большие, конечно, ожидания, что этот исполнительный комитет канет в лету. Да? Поэтому им невыгодно проведение выборов, им невыгодно, чтобы пришли новые депутаты. Во-первых, Но судя по поведению Ильи Узуна, вы правы. Во-первых, которые будут настроены на конструктив с Кишиневым, которые будут настроены на диалог с международными партнерами, чтобы вернуть Гагаузии и доброе имя, и инвестиции, и устойчивость бюджета, и так далее, и так далее. Все, что порушили с 2023 года. Им абсолютно невыгодно. То есть все, кто связаны с Иланом Шором, им невыгодно, чтобы были выборы, чтобы была сменяемость власти, чтобы пришли другие люди, которые будут не генерировать конфликт, а будут заниматься созиданием. И второй момент. То есть только исполкому это невыгодно? Всем, кто связан с Иланом Шором, это невыгодно. Потому что пока эта ситуация вот в таком состоянии, которая есть, это то, что было нужно, цель, которая нужна была Илану Шору. Конфликт между Камратом и Кишиневым. Он продолжается. Тогда возникает вопрос. Вы назвали сейчас, что исполкому это в первую очередь невыгодно, а и Илану Шору, вы говорите, всем, кто связан с Иланом. Но в Народном собрании тоже есть люди, которые связаны с Иланом Шором. Безусловно. Значит, им тоже невыгодно. Безусловно. Значит, это могут быть голоса, которые должны проголосовать против вот такого документа. Им это было невыгодно, начиная с ноября 2025 года, когда еще должны были пройти выборы. И еще один важный нюанс. Кандидаты в депутаты Народного собрания при прохождении вот этого контроля, есть один момент. Государство не допускает к выборам тем, кто были связаны с неконституционными партиями, то есть партией Шора. Их не допускают к выборам. И у нас есть список из людей, против которых Европейский Союз ввели санкции. В том числе в этом списке есть люди из Гагаузии. Ну, да. И этим людям из Гагаузии, возможно, будет закрыт вход в политику, выборные должности. Поэтому эти люди в том числе будут противиться тому, чтобы выборы состоялись и изменилась эта парадигма, которая есть в Гагаузии. Давайте предположим, что вот голосуют в Народном собрании против этого документа. Что дальше? А давайте перед тем, как ответим на этот вопрос, я предлагаю два мнения, которые у нас есть. Господин Орманжи из Стояногла, Александр Стояногла, депутат парламента Республики Молдова, которые говорили прямо в моменте, когда этот документ уже был разработан, и когда, видимо, была та история, о которой господин Гросу сказал, 95,5% уже всего обсуждено. Давайте послушаем и поведем разговор дальше. Мы принимаем постановление и преодолеваем вот этот процесс, и идем дальше и проводим выборы. Мы ждем решения Конституционного суда, ждем решения парламента по внесению изменений в избирательный кодекс и остаемся наблюдателями, как республика проводит в Гагаузии выборы. Мы пришли к какому-то общему знаменателю, нашли решение очень многих спорных вопросов. Эти вопросы теперь должны быть проговорены на уровне Народного собрания. Они должны принять определенное политическое решение. После этого будет запущен процесс. Он также добавил, что в первую очередь будет назначена избирательная комиссия, которая будет соответствовать критериям электоральных органов страны.
Вот мы тут, пока видео смотрели, мы тут с вами вычислили, да, что это было дней 10 назад, Да. когда это все проговаривалось. По-моему, прошлый понедельник. А что за это время, больше недели, не принято никаких, не то что не принято, но не сделаны те шаги, о которых вы говорили в самом начале. Собрать депутатов Народного собрания Гагаузии, рассмотреть и дать огласке общественности, что делали депутаты, какое решение принимается, какой документ подготовлен, что в этом документе есть, как это обеспечивает проведение выборов в случае, если это как ликвидация тех разногласий. Что за После этим вот стоит? этого события, да, 10-дневной давности примерно, вы правы, значит, на прошлой неделе было, опять же, неформальное заседание депутатов Народного собрания. Нам представили этот проект документа. И сейчас надо отметить, что представили не просто на самом неформальном заседании, а заранее, за день мне пришла на почту этот проект документа. Я представил свои письменные предложения, но в принципе этот документ полностью соответствует тем ожиданиям, которые есть у меня. Это готовый компромиссный документ. И я написал свое письменное заключение, что я одобряю и как бы поддерживаю то, что вы делаете и находите этот консенсус. Это было прошлой неделе. Сейчас, в среду, опять созывают, опять закрытое заседание депутатов Народного собрания. Меня когда пригласили, я говорю, я не могу себе позволить в рабочее время все время приходить на эти неформальные встречи. Я дал свой уже письменный отзыв, я согласен с документом. Я уже жду настоящего заседания Народного собрания, где мы будем голосовать. Тут возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, а согласно какого закона и какой статьи вы проводите закрытые заседания? Это неформальное рабочее общение между депутатами. Тогда это не заседание. Это не заседание. Это абсолютно. другое. Это никак не Это другое. регламентировано, Потому никак что не если это формализовано. заседание, они все это должны просто быть открытыми. опять встреча депутатов. Но мы встречались уже неделю назад. Мы пришли к этому уже консенсусу. Уже надо проводить заседание. Нужно ставить на голосование, и там уже люди проголосуют. И вы правильно... А что, если не проголосуют? И этот вариант тоже возможен. Да, к чему тянут эту историю? Вот господин Орманджи в этом ролике говорит о том, что у нас же запущены два параллельных процесса. Министерство юстиции обратилось в Конституционный суд на предмет конституционности ряда статей закона об особом правовом статусе Гагаузии, регламентирующих как раз избирательный процесс. И второй момент – это законодательная инициатива, но она пока еще не законодательная, но тем не менее инициатива от Центральной избирательной комиссии Республики Молдова, которая тоже ввергается в полномочия Гагаузии по проведению выборов. И возможна ситуация, что Кишинев, если видят, что и дальше эта игра будет продолжаться, включат немножко другие методы. Либо Конституционный суд, либо через изменения избирательного кодекса Республики Молдова будут внесены такие изменения, что Гагаузия реально пострадает части своих избирательных полномочий. Потому что тот консенсус, который сейчас положили на бумагу, он абсолютно не несет никаких рисков для гагаузской автономии, для ее полномочий, очерченных в законе. А вы можете как депутат потребовать скорейшего проведения этого самого заседания открытого, на котором будет обсуждаться документ и на котором будет проголосовано? Вы можете потребовать? Я могу, конечно, это потребовать, но это не будет иметь никаких юридических последствий, потому что проводить заседание единолично может только исполняющий обязанности назначать внеочередное заседание, либо 1/3 действующих депутатов. Нету пока этих консенсусов. Я надеюсь, что вот эта встреча в среду, она все-таки последние какие-то штрихи там стерет, да, которые есть. Но еще раз повторяюсь, документ готов, по крайней мере, с тем документом, который я был ознакомлен. Вы знаете, вот все-таки я хочу, чтобы мы вернулись к той встрече, которая прошла в выходные, прошедшие выходные. Давайте мы посмотрим отрывок видео с этой встречи, слова Ильи Узуна, и потом вернемся к этому обсуждению. О нарративах, которые Кишинев в последнее время кидает в общественное пространство. То есть через средства массовой информации, что якобы гагаузская автономия своими руками ликвидировала свой ЦИК. По сути, она его не ликвидировала, просто приостановила. И это прерогатива Народного собрания, я об этом говорил не один раз. Народное собрание может приостановить, может возобновить, может и сделать новый состав ЦИКа, потому что это ее полномочия и в рамках закона. Но гагаузская автономия работает в рамках закона. Закон об особом правовом статусе Гагаузии, уложение Гагаузии, кодекс выборов и, самое главное, Конституция Республики Молдова, 111 статья, где говорится, Молдова является гарантом
гагаузской автономии. По сей день власти нашей страны через суды и через их решения не допускают гагаузской автономии проводить свои выборы под любым предлогом. То есть принимают разные постановления, тем самым блокируют работу Народного собрания. Но в пространство кидают, что депутаты хотят продолжать свой мандат исполнять и так далее, и так далее. Я считаю, что мы на эти вещи должны реагировать. Мы хотим, чтобы эта преступная группировка под названием ПАС не вмешивалась в выборы гагаузской автономии. Ну, возникает вот такой вот вопрос. Казалось бы, компромисс найден на 95%, пусть на 95%. Почему вдруг появляются такие высказывания? Для чего они нужны? Кому они нужны? Эти высказывания, они не появляются, они были и раньше. И они направлены на враждебную риторику и на конфликт. То, что с 2023 года здесь насаждает. Ну, потому что дестабилизация – это основная задача, которая Шору и его, не знаю, соратникам, как их назвать, была верена эта задача, надо было дестабилизировать ситуацию. Вот, по-моему, продолжается. И вы, вот то, что мы с вами говорили выше, вы же слышите эти декларации и никакой конкретики. Какие нормы нарушаются? Какой избирательный кодекс Республики Молдова или вот этот документ, который подготовили? Четыре какую норму нарушают? Суды действительно приостанавливали избирательный процесс на основании исков канцелярии, но эти иски строились всего лишь на одном факторе – название. Сейчас пришли к выводу то, что мы говорили раньше, что названия нет проблемы. Так а в чем тогда? Тогда получается, что проблемы нет. У меня вопрос. Вот исходя из речи, которую только что мы услышали, господин Озон, закончилась как раз очень такое, мне кажется, недопустимое для человека, который занимает должность исполняющего обязанности башкана. Это просто ужас какой-то лично для меня, что эту должность занимает Илья Узун. Вот такой неподготовленный по всем параметрам человек для занятия этой должности. Сегодня Гагаузией руководит практически Узун. Но даже невзирая на то, что так получилось, да, что ему досталась эта должность, он не мечтал, он говорит, последняя реплика была в этом видео, что это преступная группировка ПАС, которая, то есть как минимум люди, которые слушают человека, руководящего Гагаузией, но ты представь какие-то аргументы или что это такое, почему такая риторика доступна для человека, руководящего гагаузской автономией. Но мне кажется, что враждебность отсюда выходит. Если это так на самом деле, и у господина Узуна есть какие-то аргументы, то их надо назвать для общественности, чтобы люди понимали, почему ПАС – это преступная группировка. Как можно говорить о законно избранной власти в Республике Молдова, что это преступная группировка? Как мы стараемся потом находить взаимодействие, диалог, привлекать инвестиции через государство, через государственный бюджет? Ну как? Человек так и не снял с себя пиджак политика. Он уже не политик, он не депутат. Он руководитель исполнительной власти, которая должна работать, созидать, скрупулезно работать, привлекать инвестиции, создавать рабочие места, а не лезть вот в эти законодательные документы в полномочия Гагаузии. Для этого есть политический орган, Народное собрание Гагаузии. И полной компетенции Народного собрания сейчас провести это заседание и как раз в соответствии с законодательством назначить дату проведения и так далее, и так далее. К этому исполнительный комитет не имеет никакого отношения, который должен заниматься созидательной деятельностью. А мой вопрос как раз был относительно того, что тогда риторику такую, которую мы слышим, ее же слышит гагаузская общественность, да? И если на это не реагируют депутаты, которые не говорят этому самому председателю исполнительного комитета, исполняющего обязанности, председателя исполнительного комитета: подождите, так невозможно, потому что действительно такая риторика, она ничего не приносит хорошего. Повторюсь, мое личное гражданское мнение: если у человека есть такие доказательства, значит, он имеет право утверждать только тогда, когда у него есть доказательства. Иначе это воспринимается как враждебность отношений Кишинева и Камрата, намеренно отрабатывается и получая бюджетные деньги, а его зарплата – это наши с вами налоги. И налоги всех тех, кто в Гагаузии работает.
То есть на наши с вами налоги этот человек, сидя на государственной должности, проводит вот такую политику, которая дестабилизирует наше общество. Почему депутаты позволяют и не требуют Илью Узунаева участия? Мы видим, что там находились и депутаты Народного собрания, в том числе члены этой рабочей группы, которые нашли сидит консенсус. господин Возможно, Лейчо. они выступили, мы же не видим весь видеоряд. Но нам ту часть не показали. Да, поэтому я надеюсь, что они, во-первых, опровергли и сказали о тех То есть вы полагаете, что господин Лейчо мог бы сделать замечание? Но в противном случае тогда зачем находиться за этим столом? А скажите, не кажется ли вам, что вот то, что опять у вас будет закрытая встреча, вот эта закрытая встреча является следствием вот этой встречи на выходных? Вот этой, которую мы именно показали, этой встречи. кусочек. И не кажется ли вам, я очень хочу ошибаться, не кажется ли вам, что еще один виток конфронтации нас может ожидать после таких встреч? И он зарождается именно сейчас, вот на этих встречах. Возможно, вот Такое эта ощущение. задержка, вот эта, да, пауза с тем, что не проводится заседание Народного собрания. 10 дней что это серьезно. Документ, который готов был еще 10 дней назад, так и не стал предметом обсуждения и голосования. Возможно, это отголоски вот таких встреч, вот таких реакций со стороны общественности. Я еще раз повторяюсь, сейчас реагируют только те, которые не заинтересованы в том, чтобы ситуация изменилась. С враждебности на созидание, которые не заинтересованы в том, чтобы прошли выборы. Они Но сейчас господин будут Лейчо- нагнетать эту да, ситуацию. господин Это же одни и те Лейчо- же лица, их не так много. Я понимаю, но абсолютно понятно. Лица, которые заинтересованы были до сих пор в дестабилизации, они понятны. И это те же лица. Но я думаю, что господин Лейчо, здесь, по-моему, я слышала где-то в социальных сетях было это видео, господин Лейчо пытался тоже сказать, что мы должны прийти к компромиссу. У нас выхода другого нет. Надо найти точки соприкосновения и договариваться. То есть за этим молчанием 10-дневным, да, и нежеланием собирать Народное собрание Гагаузии и побыстрее этот документ утверждать, и если так быстро Народное собрание и вот эти первые лица, которые сидят за этим столом, хотели быстрее назначения даты выборов, тем более должны были бы как можно быстрее назначить дату Народного собрания смотрите, заседания. от господина Узуна и вообще от исполнительного комитета никак не зависит проведение А чего он там Народного ищет, собрания. собственно говоря? Это полная тоже компетенция Народного собрания. Поэтому я не понимаю, почему господин Орбанджи и президиум не назначают заседание Народного собрания. Тем более, что господин Лейчо тоже выступал недавно на передаче и сказал, что понедельник, то есть вчера, должно было быть заседание президиума и обозначена дата. Такие должностные лица говорят публично какие-то обещания, и потом этого не выполняется. Я не знаю, на что это похоже. Вы знаете, но понятно же, почему происходят такие встречи, и понятно, почему такие мысли озвучиваются. Вы наверняка замечали, что на протяжении всего месяца мая, когда шли вот эти вот встречи рабочей группы парламента и других представителей центральных властей и нашей гагаузской стороны, в информационном пространстве постоянно появлялась такая информация, что те, кто идут на какой-то диалог с Кишиневым, они сдают позиции Гагаузии. Вот это то, что мы с вами сейчас прослушали, и речь Боятся Ильи Узуна. осуждения, вы имеете То есть они пытаются вот этот ярлык «вы сдаете автономию» навязать и тем членам рабочей группы, которые участвуют в этом диалоге. Смотрите, пожалуйста, уважаемые ведущие. Этот ярлык навесили давным-давно на нас, которые вот эти вещи, к которым сейчас пришла рабочая группа к консенсусу, Вы говорили вслух еще открытым раньше. текстом давно, Но мы да. тогда говорили, что это предатели гагаузского народа, не уважают свое законодательство. Сейчас те же, которые говорили, что это так, пришли к этому консенсусу и сейчас боятся каких ярлыков. Да подождите, они теперь боятся, что они должны проголосовать за то, что не обсуждено и не согласовано с теми, кто до сих пор дирижировал, курировал и давал указания. Ну тогда здесь форма независимости уже мандата. Если человек боится голосовать и высказывать свое мнение без чьего-то согласования, это проблема этого депутата. Проблема моих избирателей, проблема избирателей Гагаузии в чем? Мы должны сменить эту власть и выбрать других представителей. Это же норма закона. Вот здесь показывают нам стопку законодательных актов. Везде в них написано, что 4-летний мандат у депутатов Народного собрания. Не 4,5, не 5-летний. Скажите, а вот вся та ситуация, которая складывается сейчас в эти последние дни, может ли она подводить жителей Гагаузии к мысли, что часть политической элиты автономии все-таки остается под внешним влиянием? Безусловно,
Поэтому в том числе вот мы с вами, которые тоже частью информационного поля являемся, да, либо через эту передачу, либо через другие передачи, мы стараемся обществу донести, что нет никаких проблем. Это все искусственные барьеры. И все это кто-то сдерживает, кому-то это не нужно, чтобы изменилось что-то. Поэтому тут уже восприятие общества, насколько мы объективны, насколько мы убедительны, или насколько убедительны те, кто пропагандирует совсем другие цели. Идея, предположение. Представляете, а если этот документ будет принят на заседании Народного собрания Гагаузии большинством, и я думаю, что, я очень надеюсь, что он таки будет принят, развязывается этот вопрос, открываются двери, скажем, да, условно, образно, для проведения выборов, тогда о чем будет говорить господин Узун? Не остается моментов, на которых можно настраивать общество против Кишинева. Ну, мы же не говорим, исполнительный комитет, господин Узун, они же не говорят о исполнении бюджета, а сколько создано рабочих мест, а тогда придется что с гагаузским языком, тогда что с программой исполнительного комитета «Край мечты», на какой стадии она, что происходит с ГРТ. Эти же темы надо будет говорить, потому что за это они получают зарплату, за это они несут ответственность. Вы удивитесь, но мы с вами тоже хотим говорить на эти темы. А сейчас есть на вот этом фоне конфликта говорить обо всем и ни о чем, правильно? А так придется говорить и перед новым составом Народного собрания, а что вы сделали вообще, исполнительный комитет? Мы же давно хотим их отправить в отставку, не просто хотим, но и представили аргументы нарушения законодательства, невыполнения программы деятельности исполнительного комитета. За это же придется отвечать. Но у нас были и другие депутаты здесь, на вашем месте, в этой студии, которые говорили о том, что никак не можем добиться от исполнительного комитета отчета. Этот исполнительный комитет надо отправить в отставку. Были депутаты Народного собрания, которые... У нас много риторики, много слов и очень мало дел. То есть инициатива об отставке исполкома, она уже с марта прошлого года, то есть больше года лежит в Народном собрании, подписана 2 депутатами. Никто к этому не присоединился, поэтому одно дело говорить, одно дело декларировать, и совсем другое дело бросать вызов исполнительной власти, бросать вызов Шору, который это все наворотил здесь. Понимаете, даже если сейчас... Пусть и формально, в общем-то, Народное собрание бы отправило этот исполнительный комитет в отставку. Вы представляете, какой удар по имиджу Илона Шора, который нам обещал край мечты, команду мечты, золотое развитие для автономии. И тут они не справляются с работой. Их отправляют в отставку. Просто очень интересно, как у депутатов Народного собрания Гагаузии, которые так хотят сделать что-то полезное и хорошее, не требуют от этого исполнительного комитета отчета по экономическому развитию гагаузской автономии. А сложно у этого Народного собрания этого требовать, потому что это же Народное собрание утвердило этот исполнительный комитет Гагаузии. И обязаны изначально его зная, покрывать? что этот исполнительный комитет не справится с той ношей, на которую на себя взяли. Задачи были другие. Да, здесь игра идет двухсторонняя, поэтому Илья Узун стал исполняющим обязанности Башкана Гагаузии не потому, что Илья Узун добился этого. Это сделали руками депутатов. Они проголосовали за состав исполнительного комитета, они проголосовали за то, что он первый заместитель председателя исполнительного комитета. Это те же вот депутаты, которые вот сейчас говорят о том, что они не справляются, у них не все получается. Мы тоже общаемся с людьми, проживающими, жителями в гагаузской автономии, и очень часто люди говорят, вот просто устали. А вот лично я, как гражданин, проживающий на территории автономии, я устала от того, что деньги, которые могли бы пойти на развитие и на проведение многих добрых и нужных и важных дел в разных населенных пунктах Гагаузии, сегодня бездарно использует вот эта власть, потому что нет отчетов того, на что уходят деньги. То есть, когда выходит господин Узун, это мы во второй части передачи будем говорить, но когда господин Узун говорит о том, что мы запустили программу Илькеев, вы ее не запустили. Эта программа очень давно работает. И если этот человек этого не знает, значит, кто-то должен ему сказать. Александр Григорьевич, давайте мы попробуем... Вот про Турцию вы говорили в самом начале, и вы как-то сделали такую отсылку на то, что, возможно, именно встреча в Анталии двух президентов, Эрдогана и Майи Санду, стала каким-то таким точкой отсчета, может быть, да, выравнивания отношений или, во всяком случае, поиска диалога и компромиссов. Давайте посмотрим, что сказал господин Фармузал, тоже касательно Турции. И потом чуточку хотим обсудить с вами, получить, вернее, ваш комментарий на мысль господина Фармузала. Михаил Фармузал в студии Лав МД сказал следующее о Турции, что вы сегодня своего рода гарантия. Вы гарант Гагаузии. Что же вы нас бросили одних? Разве это справедливо? Я считаю, что это несправедливо. Как вы оцениваете это высказывание Михаила Фармузала?
Я разобрал это выступление, довольно постарался системно и в своей авторской передаче его раскрыл. Но сейчас как бы главные моменты. От господина Формузала и от других башканов Гагаузии, от председателей Народного собрания, те, которые были раньше. И я, и общество так и не дождалось оценки, а что же произошло с Гагаузией в 2023 году. Вы не услышите, что кто-то из них, за исключением Дмитрия Крайтора, который был послом и, соответственно, не мог комментировать политические события, никто не сказал о той трагедии, которая произошла в 2023 году с гагаузским сообществом, когда к власти пришли люди абсолютно не готовые, и люди, которые пришли с враждебной риторикой не для того, чтобы созидать. То есть он об этом и в этой передаче умалчивает, о том, что мы совершили ошибку. И вообще в Гагаузии вот этот самый важный нарратив: во всем виноват Кишинев. Сейчас уже виноват не только Кишинев, оказалось, еще и Анкара виновата, что у нас в Гагаузии произошло. Но и это говорит не Илья Узун, а это говорит Формузал. Это говорит глава автономии, который руководил 8 лет. И 8 лет был на всякий случай еще мэром города. И это говорит башкан, который прекрасно знает, что Турция только в водоснабжение Камрата инвестировала $17 миллионов, благодаря чему камратчане имеют превосходную воду. И, наверное, человек не может не понимать, почему так действует, почему холоднее стали отношения. Он блестяще знает, что Турция главный донор Гагаузии, даже больше, чем Европейский Союз. Только за 8 лет до 2013 года 480 миллионов леев, 25 миллионов евро, кроме водозабора. Я уже не говорю о тех локальных проектах, которые реализовывала. И в Чедерлонге были проекты, которые в том числе сумасшедшие проекты, и Турции надо отдать должное, она никогда не вмешивалась в нашу политическую жизнь. Мы никогда не слышали от Турции: выберите того, выберите вот этого, тот лояльный, тот не лояльный. Они бессеребренники, да, то есть они помогали для того, чтобы Гагаузия развивалась. Правда, кто-то пытался пользоваться тем, что вот у нас хорошие отношения и так далее. И сейчас говорить о том, что Кишинев виноват. Там, вы слышали какие фразы? Геноцид гагаузского народа. У Формузала? Да. Превратили гетто Гагаузии. Сейчас оказалось, что не только Кишинев виноват, еще уже и Анкара виновата в том, что мы Шора Но только мы, Гагаузия, сама не виновата. Очень простой ответ. Мы живем в государстве Республика Молдова. Наше государство признало человека Илана Шора, мы его с вами лично не знаем, но оно его признало виновным окончательным решением судебной инстанции. Да. То есть мы часть этой страны, мы часть государственной системы этой страны, часть управления, пусть и регионального уровня. Если наше государство признает человека виновным и угрозой национальной безопасности, как мы можем не то что сотрудничать с этим человеком, как мы можем вообще произносить его имя? Вот он говорит про Анкару. Возможно ли такая ситуация в Турции, когда какой-то руководитель провинции напрямую сотрудничает с тем, кто признан этим государством виновным? То есть я не понимаю, что происходит с людьми такого ранга, с такой подготовкой. А я в этом вижу следующее. Господину Формузалу уже нечего сказать, чтобы на него обратили внимание. Но лучше молчать, чем И он решил говорить. вот это сказать. Но чем еще привлечь надо себе внимание? Участвовал человек в предвыборной гонке. Знаем, сколько он получил процентов доверия, да? То есть он видел, что делает Шор во время выборной кампании, но он, как человек с таким серьезным статусом, 8 лет был башканом, он ничего не сказал по завершению, как вы правильно подметили, предвыборной кампании. Сейчас он вышел, и к чему он это говорит? Для чего он это говорит? Для создания мирных отношений в Гагаузии? Для того, чтобы помочь гагаузской автономии все-таки утвердиться в таком позитивном настрое на развитие отношений Кишинев-Камрат? Нет. То есть пришел господин Формузал, который нашел место, где его еще будут слушать. Да, Скажите, да, кому интересен этот политик вообще? Ну, Да. кому он интересен? Поэтому эти заявления громкие, чтобы обратить на себя внимание. Простите, да, из Турции после таких вот слов экс-башкана могут ли стать теплее отношения между Гагаузией и Турцией после таких А высказываний? его это не интересует. Вы знаете, Формузала. отношения между Турцией и гагаузским народом, гагаузской автономией, они фактически не изменились. Мы сегодня, например, с ТИКой реализуем в Камрате в детском саду номер 5 проект. Я знаю, что многие населенные пункты напрямую И ТИКа работают бывает с во ТИКой многих, и да, реализуют населенных эти проекты. И они понимают, что это временное замешательство, то, что произошло с Гагаузией в 2023 году. И терпеливо ожидают восстановления Да, более каких-то... того, они разделяют точно, четко, чего иногда Кишинев не делает.
И Ланшор, и Гагаузия – это разные вещи. Не нужно бороться с Иланом Шором через борьбу самой гагаузской автономии. И Турция это прекрасно осознает и понимает. То есть вот Но эти при всем временно... при этом, я прошу прощения, но при всем при этом надо сказать, что и посольство Турции тогда не приняло Константинова, который поехал в Кишинев со всеми депутатами. Помните эти визиты? А как может посольство Турции или посольство другого государства, которое уважает суверенитет нашей страны, которое аккредитировано здесь главой этой страны, не уважать законы этой страны? Если эта страна признала этого человека виновным, Если он вне правового он вне поля правового этой страны. поля, как они могут общаться с теми, кто с ним поддерживает отношения? Это не важно, как раз- Турция называется или другое государство. Это нормы международного права. Но в нашей студии был у нас гостем господин посол Японии, который сказал в ответе на этот прямой вопрос, да, а почему у вас нет никаких встреч с руководством гагаузской автономии, он сказал, что в вашей стране вот ровно то, о чем вы сейчас говорите, да, в Молдове принято такое решение, и для нас это закон, поэтому мы, как международные организации, присутствующие здесь, аккредитованные, мы не можем занимать иную позицию. Уважаемые ведущие, вот у нас в Камрате есть университет. Это обязательная норма международного права, то, что читают нашим детям в университете. Что это прописные истины. Понимаете? То есть это даже не то, что дипломаты, это обычный дипломированный юрист, специалист в области права понимает эти вещи. Вы не можете уважать государство, да, и сотрудничать с теми, кого это государство Уж простите, признало. но вы меня натолкнули на мысль. То есть вы полагаете, что господин Лейчу, который вместе с Константиновым ездил тогда встречаться со всеми послами и стучались в разные двери, господин Лейчу, как генерал юстиции, не знает законов, вот этих, о которых вы говорите? Проблема в том, что депутаты Народного собрания, они даже подготовленные внутренне к вот этим юридическим вопросам, они все-таки настолько хотят понравиться электорату, настолько понравиться людям, что боятся вести себя искренне и говорить истину. Электорату, либо тем, кто эти сценарии замутил? Я Простите знаю, за что глагол. есть вот эти внутренние противоречия, внутренние дискуссии, а как мы примем этот консенсус, а что люди про нас скажут, а как за нас потом проголосуют. Почему вы не думаете, что скажут люди, когда вы ничего не делаете, вы за весь созыв Народного собрания Гагаузии 7-го не принято или принят все-таки, скажите нам, какой-нибудь закон, который помог бы нам, Гагаузии, с экономической точки зрения, либо с какой-то другой? Но Ни одного одновременно закона не с этим принято. эти же депутаты не побоялись. Да, и ответьте, пожалуйста, и на вопрос Ксении Федоровны, но очень хочется не потерять и вот эту вот нить. Но те же самые депутаты, большинство из них, они не побоялись проголосовать против закона о питании детей. Помните, когда Ирина Влах приостанавливала деятельность этих законов, освещенный населенный пункт и так далее? Тогда они этого не боялись. Электората не боялись. Электораты не боялись, имею в виду. Что сейчас не так? Тогда не стеснялись главу Гагаузии. И мы об этом с вами как-то дискутировали, Вы что... депутаты, которые вечно кого-то стесняют. Да, что мы, депутаты Народного собрания, сейчас все обобщаю, да, мы имеем два момента, когда нас могут отправить в отставку. Когда не утверждаем бюджет, когда не утверждаем исполком. И вот сколько, у меня 3 созыва, сколько раз мы подходили к этой черте, когда вот-вот мы поставим исполком и Башкана в русло законное. Вот всегда этот фактор играл роль. Нас распустят, а что будет дальше, а что будет с нами? Что будет с Гагаузией, как бы не столь важно, а вот что будет с нами. И поэтому вот этот вопрос должен уйти в сторону. Иногда мы не популисты, мы не должны быть популистами. Мы пришли к людям говорить правду, объективную правду. Уже люди будут воспринимать, эта правда им нужна или наоборот они выбирают розовые очки. Мы с вами обсуждали очень глубоко, когда голосовали за соглашение с Российским банком на оказание финансовой помощи. Но были же люди, которые, понятно, проголосовали против, абсолютно осознавая, какое на себя они... Да, А что люди за это их любить не будут. абсолютно верно. Как прошло время, люди начали разбираться, что, оказывается-то, их подставили на самом деле, да, ими воспользовались. Так что в данном случае... Выберут нас или не выберут, мы должны подставить в сторонку, мы должны быть искренними Это с с людьми. точки Время зрения, такое. это с точки зрения правильно работающего человека, который получил доверие граждан. Он должен говорить все так, как должно быть, и указать на те моменты, которые могут быть, как сказать, вредны для жизни общества и, естественно, жителей Гагаузской автономии. У нас рубрика «Люди говорят, что», поэтому делаем Мы только вот один секундную- момент, я не ответил на ваш вопрос, что полезного было этим созывом сделано. Да ничего. И я просто вас маленький момент верну, Говорите. потому что вы
всегда ратовали за прозрачность, да? И вот был принят Я была новый автором регламент. закона по Да, и был прозрачности. принят регламент, который в развитие этой темы прозрачности, Михаил Николаевич Железоглы работал над этим регламентом очень много лет, и там был момент, что заседания постоянных комиссий публичны, то есть снимается на камеру, люди видят, как комиссия проходит, как голосует. Мы это утвердили. Что произошло после 2023 года? Вернулись в этот регламент, отменили эту норму. Сейчас вы видите, как где-то, как проходит заседание комиссии. Максимум бюджетную комиссию одну фотографию поставят. Раньше было видео, была дискуссия, была открытость. То есть, Екатерина Федоровна, мы что-то хорошее до 2023 года сделали. Был принят местный закон о прозрачности дорожной инфраструктуры. Сейчас каждый населенный пункт знает, когда его региональная дорога будет ремонтироваться. То есть не вот так хаотично, а люди знают через год. Был принят закон о прозрачности государственных закупок, что договора должны публиковаться. Был в конце концов принят закон, что мы сейчас помогаем не только детям на операции, но и молодым людям, и даже старшему поколению. Хорошие моменты были, но вот это после 2023 года мы как-то с вами говорили до и после. До и после во второй части как раз поговорим, может быть, и об этом. А сейчас наша рубрика «Люди говорят». Что ваши короткие ответы для вопросов? Друзья, вы подписывайтесь на наш канал Gagauzy Media в YouTube. И, конечно, ставьте лайки, пишите комментарии. Они для нас очень важны. И почему бы нет? Поделитесь с друзьями этой дискуссией. Если вы сейчас смотрите, помогите и друзьям дойти до наших дискуссий. Люди говорят, что... Люди говорят, что громких заявлений стало больше, а денег в бюджете меньше. Да, я регулярно публикую эти данные для общественности. И последнее исследование показало, что 2026 год, первый отчет Исполнительного комитета об исполнении бюджета за первый квартал показал, что наши доходы упали по отношению к 2023 году. То есть в 2023 году эта команда пришла руководить Гагаузией. Собственные доходы Гагаузии тогда были больше, чем за аналогичный период 2026 года. Мы не просто растем, мы падаем. Люди говорят, что политические скандалы уничтожили инвестиционный имидж Гагаузии. Безусловно, у нас в графе гранты центрального бюджета Гагаузии 0. Запланировано в бюджете на 2026 год. То же самое было запланировано в бюджете на 2025 год. Если вы зайдете на страничку исполнительного комитета в рубрику «Международные инвестиции», там ничего нет. Там на всех рубриках ничего нет. Вы, и я, и общественность давно не видели, чтобы подписывались контракты с международными донорами об инвестициях на уровне региона. Да? Есть проекты на уровне примарий, школ, больниц, детских садов. Это локальные, фрагментарные проекты. Мы Гагаузия, мы регион. Раньше были институциональные проекты между Европейским Союзом Гагаузии, между Соединенными Штатами Гагаузии, между странами Прибалтики или другими. Потому что не все решается на уровне городов и сел. Есть Елпук, есть леса, есть дороги регионального значения, есть вызовы, связанные с очисткой реки Елпук, да, или больницами районного значения. А кто эти проекты привлекает? Их нету. Нет времени у господина Узуна этим заниматься же. Люди говорят, что действующий исполком занят только конфликтами, эффективного управления нет. Ну, я уже ответил на этот вопрос. Не просто эффективное управление. Мы катимся назад. И более того, исполнительный комитет по многим направлениям не исполняет гагаузское региональное законодательство. Люди говорят, что молодежь продолжает уезжать, а власть не создает перспективы для жизни в автономии для них. Молодежь уезжает даже в некоторых странах Европейского Союза в более благополучное. Это естественная миграция, когда люди в свободном мире ищут более хорошее качество услуг публичных, более хорошую зарплату. Это естественно. Но в Гагаузии есть отдельное управление молодежи и спорта. Если мы про спорт еще что-то слышим, то вот насчет молодежи я давно не слышу каких-то программ, каких-то проектов именно для поддержки молодежи. Единственная программа, которая работает по-настоящему, это программа Елкеев, но она имеет совсем другую историю, да, более дальнюю. Это когда мы помогаем приобретать жилье, и люди здесь остаются жить и работать. Возвращаясь к молодежи, у нас в Гагаузии не строится ни одно социальное жилье.
для молодежи. У Захотел. вас я видел передачу с господином министром просвещения, Да. и помните, он говорил очень важный момент, что мы кормили детей с 5 по 12 класс, финансировали это с Гагаузии, страна развила этот опыт на всю страну, и сейчас кормит с 5-9, и возместила Гагаузия действительно 20 миллионов леев. Куда ушли эти Где деньги? деньги? Никуда не ушли, опять же, на содержание исполнительного комитета, на все текущие расходы. Но можно было хотя бы начинать строительство социального жилья для тех же педагогов, которые хорошо владеют румынским языком и готовы приехать в Гагаузию, чтобы учить наших детей чистому государственному языку. То есть нет этих программ. Такое ощущение, Они же на поверхности на самом деле, но этих программ нет. Казнокрады. Люди говорят, что гранты и проекты уходят в другие регионы страны, Гагаузия не рукопожатна. Безусловно, мы обсуждали эту тему, что мы не видим сотрудничества с международными донорами на уровне Гагаузии. И если брать цифровые показатели, вот мы с вами говорили про бюджет очень кратко, то на 97% упали по сравнению с первым кварталом 2023 года грантовые поступления в 2026 году. Грантов практически нет. Вы, наверное, слышали, много говорили о том, что в Камрате будут построены очистные сооружения за счет Всемирного банка. Да. Крупнейший проект, многомиллионный, не то что многомиллионный, там больше 100 миллионов лев. Все, проекта нет. Почему? А как придут проекты в вот эту зону, где говорят о том, что в Кишиневе преступная власть? А как это объяснить людям, что сюда не приходят проекты, потому что еще недавно вы еще поддавались их влиянию, выходили на протесты, поддерживали их, а эти люди отрабатывают сценарий только для них конкретно выгодный, а не для Гагаузии. Я сейчас говорю о всех тех, в том числе о господине Узуне, который не пропускает ни один протест. Если мы даже вернемся к крупной инвестиции в Гагаузии, вы помните водоснабжение, канализация в Чедрунге. Это же на самом деле под гарантию государства, под гарантию Министерства финансов. То есть как мы привлечем большую настоящую инвестицию международную без гарантии государства? Как государство даст гарантии тем, кто сотрудничает? Понимаете, здесь все взаимосвязано. Мы понимаем. Просто это, наверное, очень сложно объяснять людям. Люди должны это понять. Екатерина Федоровна, смотрите, пожалуйста, вы говорили про промо-лекс, очень была у вас передача посвященная, там очень интересные люди, очень интересные исследования. И люди ожидают от государства почти 60%, что будут решены важные социальные вызовы, экономические вызовы. То есть люди наши в Гагаузии верят в государство, верят в правительство. Люди мудрее, чем вот нам, может быть, в определенный момент кажется, что очень легко ими манипулировать. Люди в ожидании изменений и в ожидании того, что это улучшится и изменится. Люди говорят, что руководство автономии перешло красные линии в взаимоотношениях с официальным Кишиневым. Это произошло, мы сегодня с вами часто говорим про отправную точку, сентябрь 2023 года, утверждение исполкома. Это была красная линия, которую переходить было нельзя. Даже мы могли тогда показать, что мы соблюдаем закон, что мы уважаем наше государство, что мы не утверждаем ту команду, которую представил Илан Шор, и совсем по-другому пошла бы история Гагаузии, начиная с 2023 года. Возможно, даже нас бы отправил Башкан в соответствии с законом в отставку, но это была бы совсем другая история, не такая трагичная, которая написана не только для автономии, но и лично для Башкана Гагаузии сегодня. Люди говорят, что постоянный конфликт властей Гагаузии с Кишиневым делает автономию слабой. Безусловно. Республика Молдова находится в арегарде, то есть на низких местах в Европе, да, по привлечению инвестиций. То есть даже для Республики Молдова сложно привлекать инвестиции по многим факторам, наверное, главный, который это война в соседней Украине. Так вот, в Гагаузии еще хуже ситуация. То есть мы имеем изначально намного более приоритетов, чем другая территория Республики Молдова, потому что у нас, по статусу кроме Румынии, соседа, члена Европейского Союза, у нас еще есть Турция, о которой мы сегодня много говорили, которая готова инвестировать, готова помогать. И инвестировала все годы. И инвестировала. Мы вот эти все преимущества нивелировали, и сегодня находимся, статистику эту исполнительный комитет не публикует, но учитывая уровень поступления инвестиций в Гагаузию, уровень поступления грантов, наверное, на одном из самых последних мест Республики Молдова. В общем, мы докатились, и по всем показателям экономическим в том числе, как вы говорите, да, мы падаем куда-то вниз. А как инвестор придет в неблагополучный регион? Как инвестор придет в регион, где дестабилизационный фон?
А как они хотели создать 7 тысяч рабочих мест? Вот мы плавно переходим сейчас, еще немного времени у нас есть, давайте поговорим и об экономической составляющей, и о том, что все-таки может быть с Гагаузией, которая управляется вот так бездарно, как она управляется, и показатели падают ниже и ниже из одного года в другой. Несколько примеров вы приводили в этом выпуске сейчас. Исполнительный комитет представил отчет о деятельности публичных органов за 2025 год. И мы внимательно проанализировали этот документ. Так вот, там ни слова нет с лечения о той программе, которую они обещали. То есть нету, как будто и не было этих 7 тысяч. Давайте напомним нашим зрителям. Самые важные моменты. 7 тысяч рабочих мест, 10 миллиардов, я евро перевел в леи, инвестиций. Это 500, которые? 500 миллионов евро. Строительство аэропорта. То есть как будто этих обещаний не было. Эти обещания были даны командой Илона Шора. Не просто даны, они утверждены постановлением Народного собрания, как программа деятельности, согласно которой они должны отчитываться. Этого ничего не исполнено и даже не говорится об этом. Но там были локальные проекты. Дорога в лагерь «Олимпиец». Строительство или капитальный ремонт в каждом селе дороги детской и юношеской школы «Камрад». И этих проектов нет. Капитальные инвестиции. Вот сейчас мы возвращаемся к выборам. Тянем выборы, как будто, ну и что выборов нет. Даже те крохи, которые заложены на капитальные инвестиции, 20 миллионов леев, не можем распределить, потому что это через местный закон о внесении изменений в бюджет. А мы законы принимать не можем. Уже у нас май, примари еще не получили ни копейки, когда они проведут госзакупки, когда они даже вот эти немногие... А кто об этом думал? Потеряют эти кто деньги? об этом думал? Они просто останутся невостребованными. Это первое. Второе. Фонд возмещения контрибуций. А кто людям объяснит, что из-за депутатов, из-за вот этих, которые тянут постоянно время, не хотели проведения выборов, которые работали в связке с непонятным человеком, которого в Молдове признали преступником, они утверждены им как члены исполкома, и они продвигают его идеи и оставили Гагаузию вот так вот без Мы с вами денег для об этом выживания. говорим здесь. Я говорю в своих авторских передачах, другие люди об этом говорят. Но если депутаты об этом не будут говорить на встречах с избирателями, то А до кто каждого... будет тот депутат, который... Замкнутый круг. Понимали? Фонд возмещения контрибуций. Возмещения контрибуций. 20 миллионов. Мы же всегда помогали привлекать проекты. Тоже не можем распределить. Но примары часто об этом говорят, кстати. Примари выиграли проекты, Работали на бумаге им примары. деньги выделили, но получить их не могут, потому что опять нужно изменение в бюджет. То есть у нас балласт – это Народное собрание Гагаузии, исполнительный комитет. Почему? Потому что примары работают, какие-то проекты привлекают, но не могут получить законные деньги, которые предназначены для них. Законодательно они гарантированы для выплат. Они не могут получить не только контрибуции, не могут получить капитальные инвестиции, не могут и получить свободные остатки, которые остались с прошлого года, потому что эти деньги тоже распределяются через Простите, изменение а бюджета. депутаты и исполком могут получать зарплату? Закон позволяет. Шикарно. Они, хотя с учащенными полномочиями, но в части содержания все финансируется 100%. То есть у исполкома, Здесь нужен закон. у Ильи на 32 800, мы с Еленой Федоровной как-то искали, находили зарплату. 32 800, по-моему, да, месячная его заработная плата. Окей. А примар, который написал проекты и хочет гарантированно получить ту сумму, которая по закону должна быть выделена селу, потому что с учетом этой суммы люди писали проекты. То, что есть Он не может. То, что есть хорошая зарплата и хорошая мотивация у местных избранников, это отлично, потому что мы этого долго тех, кто не работает. Да? Мы про Но тех, на кто самом не деле работает. речь идет не о том сумме, которая получается, а о сумме эффекта, сумме отдачи. Так мы только про эффекты говорим. Поэтому, когда человек только получает зарплату, не приносит эффект, тогда в этом... Но если мы откроем сайт, вы говорили чуть выше, что вы открывали сайт исполнительного комитета. Мы тоже недавно открыли сайт исполнительного комитета, хотели полюбоваться успехом этого исполнительного комитета. Со времен Ирины Влах там ничего не написано, не 8 миллионов леев, которые европейские гранты были потрачены на создание сайта с великим документооборотом, чтобы любой житель мог зайти и увидеть любой документ. Мы не можем видеть, вообще ничего нет на этом сайте, вы понимаете? Раньше хоть были проекты, которые мы не могли увидеть, а сейчас нет и проектов, поэтому и увидеть вообще нечего, и просить нечего. Вы Такая вспомнили ситуация. «Край мечты», ту программу, когда ее внедряли, говорили о том, что Гагаузия станет более самостоятельной финансово. Так вот в том анализе, который вы сделали по итогам первого квартала 2026 года, вы пишете о том, что Гагаузия стала намного сильнее зависеть от денег из центра. Как так получилось?
То есть хотели быть независимыми? Чудес же не бывает. Бюджет Гагаузии состоит из двух составных частей. Это собственные доходы и это трансферты из государственного бюджета. Так вот, в целом бюджет Гагаузии в 2026 году вырос по отношению к 2023 году. Так. Но когда мы анализируем составные части, то собственные доходы уменьшились, а трансферты из госбюджета, наоборот, увеличились. То есть Кишинев стал давать больше, Да. а Да. Гагаузия исполком зарабатывает меньше. Абсолютно верно. Простите, мне очень понравилась пословица, которую вы подобрали к вашему этому посту о экономическом развитии Гагаузии в 2026 году. Да, «Сей следаул, амабош и чинда». Для наших зрителей, которые не понимают гагаузский язык, громкий барабан, но пустой внутри. Что вы имели в виду? Мы имели в виду, что нам обещали такую фантастическую программу, такие сказочные преобразования, что люди поверили. Вы когда-то гениально подметили, что мы все на сказках выросли, да, мы верим в эту сказку. И вот эти громкие обещания обернулись вот тем провалом, который мы видим на цифрах. У меня же нету задачи очернить исполнительную власть, очернить региональную власть. Я беру цифры, самый объективный показатель в жизни, и просто сравниваю. И прошу людей просто критически мыслите, просто сравнивайте, что было, к чему мы пришли и что нам обещали. Поэтому и пустой внутри. Чуть выше вы сказали о том, что ничего не говорят в Гагаузии о том, то есть если по делу работать исполнительному комитету, да, то надо будет держать ответ перед Народным собранием Гагаузии о том, на что тратятся деньги, как расходуется 12 миллионов леев, почти 12 миллионов леев на ГРТ, где и как, и почему нет денег там на какие-то другие цели, которые были включены в ту самую программу развития Гагаузии. То есть, если нет ответов на эти вопросы, или депутаты не задают эти вопросы, о чем это говорит? Вы понимаете, то есть ГРТ спокойно себе работает так, как работает. Общественность задавала много вопросов. Никто из депутатов в этом не заинтересован, чтобы поднимать и делать ревизию того, как расходуются деньги. Мы просто увидели, что в определенное время там были такие передачи с Караман, еще там, не знаю, с Людмилой Бельченковой, которые получали деньги из бюджета Гагаузского радио и телевидения, сидели в Кишиневе, делали какие-то передачи для ГРТ. Корнелию Чури, еще кто-то там. Теперь их нет, то есть явно, что чуть-чуть с определенного времени, а именно с того времени, как ушел или что тоже сбежал, не знаю, господин Дерминжи, который руководил ГРТ. После этого чуть-чуть подчистили, казалось бы, да, но по-прежнему на ГРТ приглашаются только те лица, которые нужны той самой идее, которую, извините за тавтологию, продвигает Михаил Влах. Видимо, он по-прежнему и курирует ГРТ. В отношении ГРТ это очень темная страница, которую мы переворачиваем на наших глазах, потому что с 2023 года они работали в унисон с той властью, которая утвердилась в Гагаузии. И это было преступно. И это лично для меня, я сам по себе отмечаю, 1,5 года мне был закрыт доступ в эфир, несмотря на то, что я просил как депутат. И если бы я попал в прямой эфир, тот же Промолекс в исследовании показал, что ГРТ больше всего смотрят наши люди. Так сложилось. И если бы у меня была... это хорошо. Да, если бы у меня была публичная платформа, возможность людям объяснить по тому же соглашению с этим российским банком, может быть, кто-то услышал, кто-то бы задумался из людей и не попали бы вот в эту паутину штрафов и так далее, и так далее, и так далее. Они тогда эту дверь закрыли для оппозиции. Мы попали в черные списки, мы не могли говорить. Сейчас приглашают почти каждую неделю того, кого не пускали 1,5 года. Это нормально, что изменилась эта ситуация, отношения. Ушел руководитель, который напрямую зависел от этой опять команды. Же, тема выборы Народного собрания. Через неделю выборы. Сколько можно говорить про эти выборы Народного собрания, потому что, мне кажется, мы уже, вот, особенно сегодня, очертили все, что можно. ИЛАЧ-50, центральная аптека в Камрате, полгода уже не работает. Это не общественный резонанс? А почему? Я уже публично обратился к ГРТ. Но осветите, пожалуйста, эту проблему.
Ну Так, неужели только Александр мы Григорьевич, будем, депутаты или общественные деятели, говорить об этом? так это же говорит о том, что все еще есть определенная политика, установка, правильно, на ГРТ, которая не позволяет обсуждать другие темы. Потому что будете говорить о Белач-50, нужно сказать о том, что исполком не доработал и принял какое-то решение, которое напрямую вредит жителям автономии. Белач-50, каниферма, каниферма? Исполнение бюджета. А вот меня заинтересовал Но это момент. неинтересно, А ГРТ. вообще исполком вы видите в ГРТ? Чтобы они отчитывали, чтобы они рассказывали. Меня- Депутатов, я извиняюсь, Да. депутатов приглашают. Ну вот я прихожу на передачу, на прямой эфир, люди звонят. А когда будут пособия за зимний период? Ну это исполкома работа. Придите вы этим людям объясните, выйдите на передачу, объясните, как пенсии начисляются. Ну, у людей миллион вопросов, миллион проблем. А как вы думаете, Где исполнительная почему власть? исполком закрылся? Почему не ходят на ГРТ? Вот у них есть так целая удобно. медийная. Удобно, Так да. удобно, ни за что не отвечать. Мой вопрос тоже как раз касался исполкома. На своей странице в Facebook вы написали о том, что вот тот отчет, который был представлен по исполнению бюджета, он был дан в общем, то есть не отдельно деятельность исполнительного комитета, а все вместе, все примарии Да, и так общий далее. бюджет, да. Почему это было сделано таким образом? Я впервые это видел, потому что раньше ежеквартально предоставляли в разрезе, как работает региональная власть над центральным бюджетом, как примары работают над местными бюджетами. И Больше отчет можно было более идентифицировать. Сейчас представили в общем эту картину, но сейчас я получил разъяснение, что была техническая какая-то проблема у управления финансов, у Министерства финансов в программе, и они не смогли предоставить эту информацию, они предоставили информацию за 4 месяца. То есть дали объяснение, что это была техническая проблема. Возвращаясь, вот тоже там маленький нюанс из того, что вы спросили до этого, почему исполнительный комитет общественное телевидение как-то игнорирует эти провалы, эти недостатки. А общественное телевидение зависит от исполнительного комитета, потому что насколько они будут лояльны, настолько будет бюджетное финансирование. И мы возвращаемся к тому, когда мы хотели деполитизировать финансирование ГРТ, чтобы они не зависели от того, что нравимся мы или не нравимся руководству исполнительного комитета. Это первое. Второй, исполнительный комитет – самый крупный работодатель в Гагаузии. Более 7 тысяч рабочих мест создано в бюджетной сфере. Удобно не ругаться с исполкомом. Кто-то там где-то работает, кто-то Так как как-то где-то работают связан. все журналисты на ГРТ? А легко говорить про Кишинев, потому что он где-то там за 100 километров, можно критиковать и говорить о том, что они ничего не делают, ничего не умеют. А про своих нельзя, потому что связи, знакомства, родственники и так далее, и так далее. Поэтому это удобная форма. Мы помним, да, вот этот закон, который вы написали, Ксения Федоровна, и который касался ГРТ, и мог бы вот это вот разрешить, разрубить вот этот узел. Мы помним, что Ирина Влах не поддержала, и поэтому только этот закон не стал работать на территории Наши же автономии. люди оплатили эти штрафы все, вот то, что ГРТ там творило через бюджетное там почти финансирование. миллион леев Это штрафов все за последние наши люди, годы. вот просто с своего кармана, то, что человек заработал на А люди поле этого или не в школе, знают. он заплатил вот эти штрафы. Александр Григорьевич, во-первых, люди не знают. Если бы люди знали бы когда? Когда в эфире ГРТ имели бы возможность разные представители нашего гражданского общества и чиновники говорить о проблеме, которая в рамках одной дискуссии, скажем, обсуждается, да, и УЗУН или там представитель исполкома говорил бы о том, что они думают, Народное собрание отвечало бы за это ГРТ. Кстати, почему вы говорите, что ГРТ зависит от исполнительного комитета? Каким образом? Никак не зависит от исполкома. Суммы финансирования, которые будут закладываться в бюджет. Но сумма финансирования утверждается Народным собранием Гагаузии. Народное собрание голосует. Но даже так, подождите, я сейчас говорю с учетом того, что я руководила этой кампанией. И я понимала, что такое Народное собрание голосует за бюджет. И каждый год нам давали очень маленькие бюджеты, и мы вынуждены были сами зарабатывать, но мы не кланялись пояс ни Народному собранию Гагаузии, ни исполнительному комитету. Не кланялись пояс, извините за такой образ речи, стала использовать, потому что на самом деле общественное телевидение – это четвертая власть, которая должна быть как раз на страже мнений людей. И если Елач-50 сегодня волнует людей, а я вижу в Фейсбуке, что люди обсуждают Елач-50, почему ГРТ не обсуждает эту проблему? Если сегодня каниферма – это краеугольная, я не знаю, проблема, которую уже столько времени все каналы обсудили, кроме ГРТ. Но как это получается? Тогда надо спросить у руководства ГРТ, а что с этой компанией?
Почему вы народные деньги тратите на Это это? проблема морального выбора, который стоит перед Это не каждым из морально, нас. это профессионально. Вы выбрали тот путь, который был независимый и профессиональный. Такой же путь выбрали некоторые работники ГРТ. И в эти времена мы помним, Да, и вот ушли Оксаны оттуда. Пасмак, мы помним и другие примеры, когда люди не побоялись, не постеснялись, бросили все, но остались со своим достоинством, со своим мнением. Такие же примеры есть и в других сферах, и в образовании, и в здравоохранении. Я знаю многих врачей, которые не пошли на то, чтобы писать эти проекты. Был у вас господин Черноуцану, самый низкий показатель вовлечения в электоральную коррупцию у наших полицейских. То есть есть много хороших примеров, поэтому на этих примерах и нужно строить какое-то другое общество. Но так оно всегда происходит. Другое дело, что когда вы говорите, ГРТ зависит от исполкома, есть, ну, мне так сказали, я не знаю, насколько это правильная информация, но если это имеет место быть, то это вообще я не знаю, не соответствует правилам деонтологическому кодексу журналиста, если журналист общественного телевидения и радио работает в каком-то управлении исполнительного комитета. Это вообще невозможно, просто невозможно. А черные списки, которые были в период нашего, это возможно, нашего депутатства? Помните черные Да. списки? Но они сегодня есть, просто они не озвучиваются, кто эти Вообще списки. исполнительный комитет — это завеса такая, да, полностью. Что там происходит? Мы уже подошли в этом году вплотную, что 100 миллионов леев будем тратить на содержание региональных властей. То есть мы с вами говорим, что собственные доходы падают, а расходы на содержание чиновников растут. Кто Вот там куда работает? понадобилось использовать деньги из... Кто там работает? которые Как там работает? Всегда мы с вами собрались. говорили, что не проблема, сколько чиновников. Проблема в том, какая у них отдача. Эффект. Но если 0 грантов в бюджете, то зачем тогда вот эти все структуры, которые могли... А что делает вот этот отдел? Вот вы же экономист-финансист, скажите, вы же знаете, вот прям мне очень интересно, что делает этот отдел, который занимается, дескать, туризмом, который дополнительно открывали при управлении... Центр чего? Винного туризма или В как? прошлом году открывали? Уже 2 года Уже он 2 года? финансирует. Я помню гениальную оговорку большинства. Ну давайте дадим им возможность, пусть попробуют. Мы, которые в оппозиции, говорили, ну куда 800 тысяч тратить на содержание офиса туризма где и эти вина, деньги? если у нас есть туристический отдел в управлении экономического развития. Ну что мы делаем? А? Ну, для чего это всего? Ну бог с ним, создали. Вы Нет, видите не бог с какие-то... ним, потому что речь идет о наших деньгах, Не, о я деньгах говорю, налогоплательщиков. создали 800 тысяч. Они создали за 800, привлекли, например, 8 миллионов. Браво, я сам первый буду аплодировать и скажу, извините, что я был против этого. Но где эти новые инвестиции? А есть какая-то информация у вас, хоть какая-то? Нету. Ее вы и не найдете в цифровом варианте и в этом отчете, что привлечено. Да, есть мероприятия, есть обучение, ну это все понятно. Но если бы эти 400 человек, ну все не могут заниматься, но хотя бы одну ячейку создать по привлечению проектов. Мне недавно пришел руководитель региональной структуры и просит, у нас крыша течет, помогите написать проект. Ну, есть какие-то К вам знания. пришел как депутат? Есть какие-то знания, есть какой-то опыт, есть друзья, которые в этом помогают, есть какое-то имя уже в этом, да, потому что ничего не своровали, никого не обманули. Поможем, напишем. Но у вас же есть региональная власть. Тогда зачем Там региональная классные власть получает профессионалы, деньги? понимаете, с английскими, с другими языками, с румынским, гагаузским. Все знают, все умеют. Ну почему не наладить эту работу для того, чтобы развивать эту автономию? У меня возник вопрос. Легче говорить, что преступная власть, что Илан Шор, что... А работать когда начнем? У меня возник вопрос. Скажите, если с сегодняшнего дня у нас нет исполнительного комитета и нет Народного собрания Гагаузии, что теряет автономия? Нет, мы не можем обескравливать саму сущность гагаузской Нет, но если автономии. деньги ни там, ни там не оправдывают мы себя, не должны как коэффициент полезные мы действия. не должны проецировать это замешательство, которое в 2023 году произошло, на гагаузскую автономию. Это все-таки разные Но это вещи. замешательство проходит с гагаузской автономией, и в этой гагаузской автономии молчаливо к этому относятся многие депутаты. Я сейчас не говорю о 3-4, которые на протяжении всего этого времени говорим об институте говорили. власти. Мы говорим об институте власти. Да? Народное собрание, которое по закону должно контролировать деятельность исполнительного комитета, не контролирует. Я права или нет? Вы абсолютно правы. Но вот Я об этом. Вот это падение, оно как раз нам и дано для того, чтобы мы осознали, покаялись и изменились. Вот пока этого не произойдет, Пока никто не кается, а деньги уходят, Никто деньги не людей. извинился, что произошло в 2023 году. Никто не осудил. Мы даже в Народном собрании не приняли легкую декларацию о том, что посудить то, что было, что мы замешались. То есть Шор ушел, а его настроение, его влияние,
оно осталось. Но для того, чтобы осудить, Александр Григорьевич, вы же это понимаете, чтобы осудить, нужна очень сильная моральная внутренняя уверенность в том, что да, мы неправильно вели дела в НСГ и в исполкоме, вследствие чего довели ситуацию в Гагаузии до того, что имиджу автономии нанесен урон, что показатели экономические и разные финансовые идут на убыль, а не на рост. И за это мы в ответе. И вот в нормальных государствах уважающие себя люди, которые получали доверие граждан, они просто уходят в отставку. Ну, давайте... Не являются членами исполнительного комитета. Тогда, когда люди стараются все сделать для того, чтобы сохранить власть. Наверное, вы говорите о том, что они должны уйти. Мы в любом случае даем шанс на это покаяние, которое есть у каждого человека, у любого даем шанс уйти по собственному желанию. Мы уже видим, что, оказывается, компромисс нужен с Кишиневым, оказывается, нужен диалог. Оказывается, то, что ЦИК... И он возможен, самое главное. Оказывается, что ЦИК ликвидировали, было ошибкой. Оказывается, что рабочую группу тогда представили, было тоже ошибкой. Была ошибкой. Есть важные изменения. А вдруг завтра... Слушайте, а вдруг завтра... сколько у нас членов исполкома, которых Шор утвердил? Будем говорить про тех, которые финансируются с районными администрациями, это 15 структурных. А представляете, завтра в один день все 15 человек подают заявление по собственному желанию и уходят с этого исполкома. Может начнется с одного, так всегда бывает. Так всегда, да. Один сделает. У меня возникла такая мысль, можно ли считать вот этот первый шаг, который был сделан с гагаузской стороны, и тот шаг, который был сделан со стороны центральных властей, как пример того, как должны решаться все вопросы, которые возникают между центром и между Камратом. Но ведь очень хороший пример. На самом деле это очень хороший месяц для того, чтобы изменить вот эту парадигму, которая сложилась. И я, честно говоря, искренне верю и надеюсь, что это происходит по-настоящему. А хотите, я вам скажу, что я вас впервые вижу за долгое время, всех вот этих вот баталий в Народном собрании. Я впервые чувствую вас таким раскрепощенным, воодушевленным. Вас действительно заставила вот эта история поверить в то, что компромисс возможен? Смотрите, когда мы говорили о том, что этот компромисс возможен, и на нас смотрели как на предателей, и никто не считал, что мы там агенты Кишинева или ПАС или Майя Санду, и сейчас меняется эта риторика, меняется это мышление, какое-то чувство радости возникает, что меняется. И меняется, наверное, и в вашей работе, когда вы говорили непопулярные какие-то вещи, или непопулярные приходили к вам люди в Гагаузии, но сейчас люди начинают осознавать, слушайте, это же правильно. Это же действительно воплощается в жизнь. Поэтому, когда ты чувствуешь, что что-то меняется, и ты на самом деле не так заблуждался, как думал, это нормально, это приятно. Мне кажется, на этой ноте надо ставить точку этому выпуску. Спасибо вам большое за ваши мысли. И хочется верить, действительно, невзирая на все то, что происходило в гагаузской автономии, и этот позор, который случился с автономией, все равно в любом случае выходить из этого нам, гагаузам, в первую очередь, жителям и избирателям этой автономии. Но и статус этой автономии – это самое большое, что у нас есть у гагаузов. Нам нужно собраться всеми силами для того, чтобы мобилизованно отреагировать и не допустить повторов таких сценариев и взять все в свои руки для того, чтобы под контролем были все деньги, которые налогоплательщики складывают в общий бюджет. Это сегодня, мне кажется, главная проблема. Я тоже только маленький штрихом поддержу вас, что нам Господь дал эту возможность забывать, прощать, не думать о плохом, верить в то, что это по-настоящему. Поэтому давайте действительно на этой ноте закончим, что все, что мы видим, это по-настоящему. Люди меняются, люди хотят изменений, люди хотят лучшего. Широким шагом завтрашний день, чтобы все было. Друзья, на этом мы говорим вам спасибо, что эту дискуссию досмотрели. Мы, Екатерина Жекова и Ирина Карамид, прощаемся с вами. До встречи. И не забудьте, друзья, подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Предложите друзьям также подписаться и следить за нашими дискуссиями. Мы убеждены, чем больше единомышленников в нашей стране, тем крепче наша Молдова. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.